Продолжает наш эфир брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Елена Афраимовна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о эпидобстановке в республике. Добрый день, уважаемые жители и гости нашей республики. Сегодня на 16 июля у нас отмечается незначительный рост. 102 новых случая выявлено коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 53 случая и в 18 районах нашей республики. В Алданском 7, Мирнинском и Миконском по 5, Нерюнгринском, Усялданском 4, Булунском, Вилюйском, Оленёкском 3, Жиганский, Амгинский, Медганагаласский, Сунтарский, Татинский по 2 случая и Верхневилюйский, Верхоянский, Намский, Нюрбинский, Чурапчинский по 1 случаю. Также мы проводим исследования. Темпы исследований у нас остаются максимально высокие, как по всей стране. Мы провели уже более 2926 исследований и в сутки, и всего обработано свыше 1 миллиона 200 тысяч тестов. По вакцинации на сегодняшнюю дату у нас в республике имеется 271 187 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Получили первую вакцинацию 247,8 тысяч человек, в том числе жители старше 60 лет это 50 802 человека. Вторую дозу, то есть окончательную вакцинацию, прошли 190 421 человек, в том числе 42 545 жителей старше 60 лет завершили вакцинацию. На сегодняшнюю дату использовано уже 91% общего объема вакцины, которая поступила в республику. И буквально в начале недели мы подали заявку в Российскую Федерацию, Министерство здравоохранения для приоритетного распределения для нашей республики вакцин. Порядка 100 тысяч доз ожидаем в ближайшее время. Значит, первая поставка, которая по нашей заявке будет, это 2400 доз, предварительно в понедельник. Кроме того, хотелось бы отметить, что вчера вышел указ нашего главы, где продлены все меры ограничительного характера до 30 числа включительно. Также там акцентированы моменты на 4-е постановление нашего главного санитарного врача, которое необходимо соблюдать. Напомню, что продление правил санитарного врача до 15 августа, после которого будут приниматься меры непосредственно к работодателям административного характера по нарушению правил вакцинации. Напоминаю, что у нас изначально была 100% вакцинация населения как экстренная. На сегодняшний день у нас уточнены группы декретированного населения, то есть лиц, которые попадают под обязательную 70% вакцинацию, которые прописаны четко в 4-м постановлении нашего главного санитарного врача. Кроме того, хотелось бы сказать, что сегодня у нас продолжается высокая мобильность нашего населения, что влечет, конечно, к распространению новой коронавирусной инфекции. И мы видим сегодня результат повышения. В частности, за период с 1 июня по 15 июля у нас переместилось по территории республики свыше 6500 детей. За последнюю неделю это 749 детей. Понятно, что они перемещаются не одни с родителями, как минимум одним человеком. И в результате мы получаем вспышки, в том числе в труднодоступных малых населенных пунктах наших. И это говорит о том, что мы, к сожалению, расслабились, не соблюдаем все меры санитарно-противоэпидемического благополучия. Так, на примере небольшого села Талон Ленского района, где проживает всего 400 жителей, вспышка началась еще 16 июня этого года, когда приехал предприниматель Иркутской области, заболевший 8 числа новой коронавирусной инфекцией, к врачу не обращался, тем не менее перемещался по населенному пункту, в том числе общался со строителями школы, где было заражено сразу 50 человек. И как результат у нас есть, конечно, там летальные исходы. В то время период острого подъема заболеваемости в селе Талон работало 3 медицинских работника, фельдшер, который непосредственно работает там на фельдшерско-акушерском пункте, фельдшер, который выезжал с Витима, и врач Селенской центральной районной больницы. На сегодня вспышку удалось погасить. Находится там всего 3 амбулаторных пациента, 26 пациентов, которые нуждались в стационарной помощи, были вывезены в Ленскую ЦРБ, получают лечение. Но, к сожалению, ковид очень коварная инфекция, которая не обходится без летальных
летальных случаев. И, конечно, в том числе и в таком маленьком населенном пункте, еще раз говорю, где всего 400 жителей, 4 летальных случая мы получили. Я приношу свои соболезнования всем родным и близким, потерявших своих дорогих людей. И еще раз напоминаю нашему населению, насколько коварна эта болезнь. И сегодня она не щадит ни пожилых, ни молодых. Берегите свое здоровье, максимально вакцинируйтесь, значит, соблюдайте все меры санитарно-противоэпидемического благополучия, будьте здоровы. Все. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее. И продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Более 250 лесных пожаров фиксируют в Якутии. Вблизи населенных пунктов 4 очага. Отработал 5 лет в Арктике и купил квартиру. Педагоги получили жилищный сертификат. Вообще Арктика – это территория будущего для современной науки. Потенциал Заполярья обсудили в Москве. 251 природный пожар действует на территории Якутии на сегодняшний день. Общая площадь возгораний – 1,5 миллиона гектаров. По официальным данным, тушатся 75 пожаров. Вблизи населенных пунктов фиксируют 4 очага. Из них 2 в Мирнинском и 2 в Горном районах. На особом контроле пожары в селе Магарас Горного и в селе Сюльдюкар Мирнинского районов. По-прежнему сложная обстановка сохраняется в Горном, Сунтарском и Мирнинском районах. Так, в село Кюерлях Горного Улуса сегодня утром силами МЧС были направлены в помощь уже работающим там спасателям дополнительные силы и техника. Вчера очень успешно отработали два воздушных судна Би-200 и Ил-76 на пожаре в селе Сюльдюкар. Ну и по сегодняшнему утренним данным отработано очень хорошо. Пожар, северо-восточной стороны потушено. Сегодня мы поднимем вертолет водосливным устройством, и мы надеемся, что в течение дня и в ближайшее будущее мы должны нормализовать там положение. Пресс-тур по строящимся объектам в Намском районе проводит сегодня Минстрой региона. Журналистам показывают, как возводят объекты по нацпроектам «Демография», «Жилье и городская среда», «Культура» и другим проектам. В мероприятии участвует и мой коллега Дмитрий Тымыров. Дмитрий, здравствуй. Расскажи, как доехали, как вас встретили и по какому маршруту отправитесь дальше. Сергей, здравствуй. Сейчас мы находимся в населенном пункте Намцы, это районный центр. А в целом мы начали работать где-то уже 8 часов утра. И первыми мы посетили село Едейцы. Далее уже двинулись по маршруту. Это Хамустах, Партизан, где в этих населенных пунктах сегодня реализуются национальные проекты «Жилье и комфортная городская среда», где возводится ряд многоквартирных дома. В целом на территории района реализуется, получается, несколько национальных проектов. Это национальный проект образования, демография, жилье и комфортная городская среда. Из них больше социальных объектов, то есть многоквартирных дома, возводятся на территории района и в нескольких населенных пунктах. Всего строится 8 объектов. Из них 5 будут сданы уже в этом году. Ну а сейчас более подробно об этом, в каких населенных пунктах будут строиться и возводиться эти населенные пункты, нам расскажет специалист, это начальник управления архитектуры и капитального строительства Намского района Петр Данилович Эверсов. Петр Данилович, еще раз здравствуйте. Расскажите, в каких населенных пунктах в этом году будут сданы многоквартирные дома? Здравствуйте еще раз. В этом году мы планируем сдать 6-квартирный дом в село Едейце, 2-квартирный жилой дом в село Никольце, 4-квартирный дом в село Косыл-деревня, и еще 19-квартирный жилой дом в село Намцы, 40-квартирный жилой дом в село Намцы и 17-квартирный жилой дом второй Хамустах. Ну вот мы с вами побывали в селе Хамагатта, где строятся социальные значимые объекты. Это школа на 220 мест и детский сад на 240. Когда они будут сданы и насколько сегодня строительная готовность у них?
В селе Хамагатта, вот как вы сказали, ведется работа по строительству двух социальных объектов. Это школа и детский сад. Школы мы планируем ввести в этом году в ноябре. Договор заключен с подрядной организацией о Сахастрой-2002. По договору в конце ноября уже должен сдать. По детскому саду выкуп у нас планируется оформление документов в конце октября. Это после оформления документов мы планируем ввести в работу уже в декабре этого года. Это по программе образования. Там выкуп должен произвести район с подрядной организацией ООО «Прогресс». Ну а сейчас мы находимся, и мы попросим оператора показать вот данный объект. Это у нас получается объект культуры. Здесь его начали возводить еще в прошлом году, и сейчас мы находимся здесь. Ну а сейчас тоже более подробно расспросим, когда этот объект будет готов, и когда его сдадут, и что здесь вообще будет находиться. Данный объект мы начали строить в прошлом году. В этом году мы планируем закончить весь объем работы, ну не весь, а коробку, а в следующем году закончить вот в октябре месяце. В этом здании мы планируем ввести районный клуб, музей, библиотеку, ЗАГС и детский центр. А те объекты, которые вот переведутся здесь, с ними что будет? Их будут сноситься или будут под чем-то они переоборудованы? Эти здания будут сноситься, и на этих местах мы планируем уже другие объекты, уже планы намечаются, есть наметки, но это будет уже после сноса, а пока это будет, пусть будет секретом нашим. Хорошо, спасибо. Ну, а я хочу сказать то, что это у нас только половина пути. У нас впереди еще 6 населенных пунктов, где реализуются национальные проекты, которые были перечислены ранее. Более подробно мы об этом будем рассказывать в наших вечерних выпусках новостей. На этом у меня все. Дима, спасибо. Будем ждать от тебя новых подробностей. Это был мой коллега Дмитрий Темыров. Он уехал в пресс-тур по стройплощадкам в Намском районе. Идем далее. 25 педагогов, проработавшие по 5 лет в арктических улусах, получили жилищные сертификаты. Одна из них, Елена Потапенко, преподавала иностранный язык в школе Нижнеколымского района. Еще со школьной скамьи мечтала стать учителем. В 2015 году окончила институт зарубежной филологии СВФУ и сразу поехала на север. Спустя год стала участником республиканской госпрограммы. По словам педагога, за 5 лет работы в северной школе она не только выросла профессионально, но и получила жизненный опыт. Преподавала английский, замещала руководителя в музыкальной школе. 2 раза участвовала в съезде малочисленных народов Севера. Сейчас у Лены Потапенко есть жилищный сертификат, и она планирует приобрести 2-комнатную квартиру в столице. В течение этих 5 лет, 6 лет, в общем, я проработала там. Колоссальный опыт в плане общения. У меня произошел такой прямо личностный рост, прям прорывной личностный рост. Думаю, дальше идти работать где-нибудь в другой школе или, может быть, просто помогать нашему обществу, потому что меня очень волнуют социальные вопросы таких населений в условиях Арктики. Отмечу, что сейчас в Министерстве образования и науки продолжается прием заявок для участия в госпрограмме. Основная цель данной работы – привлечение и обеспечение кадрами отдаленных школ республики. По условиям подписывают 3-сторонний договор. Согласно документу, педагог должен проработать минимум 5 лет в образовательных учреждениях Севера, и ему предоставляется господдержка для приобретения жилья в любой точке Якутии. Сейчас мы выбрали примерно 70 таких вакансий. То есть у нас в этой программе участвуют 17 улусов. Это Арктика и Север республики. Они нам направили, вакансия это выглядит таким образом. Идет название школы, указывается предмет, и количество часов. Мы очень рады, что программа возобновлена. Это решение правительства Республики Саха-Якутия. И мы совместно отрабатывали с Министерством строительства Республики, с другими коллегами. И сейчас мы имеем возможность от 30 до 40 новых участников в этом году отобрать.
Вообще Арктика – это территория будущего для современной науки. Потенциал Заполярья обсудили в Москве на площадке Ассоциации инновационных регионов России. Дискуссия прошла в рамках Ленского клуба. Эксперты обсудили важность научно-образовательного центра «Север», который создан в Якутии. Он объединил ученых и производственников всего северо-востока страны. На его базе в Тикси уже заработал испытательный полигон, где начались эксперименты на устойчивость к перепадам температур строительной продукции. Также центр «Север» будет заниматься поиском оптимальных для Арктики решений в области энергетики, займется вопросами изменения климата в планах развития криохранилища. Научно-образовательный центр открыт для новых идей и резидентов и готов к сотрудничеству как с российскими, так и иностранными партнерами. И действительно мы наметили пути, по которым можно дальше развивать наше сотрудничество, наше обсуждение перспективных проектов научных образовательных центров. И дальше, я думаю, мы будем двигаться совместно, также приглашая внешних экспертов, обсуждая новые проекты, проблематику в научных образовательных центрах. 31 июля в Якутии состоится летний фестиваль Олонхо. Пройдут мастер-классы по йоге, дыхательной практике, арт-терапии и даже лекции об экологичном бизнесе. Также представят музыкальную программу с участием ведущих артистов Якутии, рассказывает Александр Нестер. Древняя культура, этномузыка, искусство и экология – все это воплотит в себе грядущий фестиваль Олонхо, который ранее проводился в Москве и этим летом впервые состоится на родине. Цель мероприятия – это популяризация осознанного образа жизни для всеобщего блага. Но на самом деле мы несем еще и нашу древнюю культуру. Что это из себя представляет? Это некий, вы можете себе представить, смесь из музыки, практик, искусства. И вот представьте, какие люди, музыканты, практики, художники. И вот все они соединяются и проходят несколько зон, в которых вы можете почерпнуть или узнать что-то новое. Как отметила Виктория, на фестивале будет несколько площадок с различными видами отдыха и развлечений. А для любителей вкусно поесть будет располагаться зона правильного питания и здоровой пищи. Мы так рады, что такие мероприятия начинают проходить в Якутске, что приезжают такие люди классные, что есть такие вообще замечательные жители нашего города, которые способны такое событие собрать столько классных людей вместе и сделать такую площадку, на которой будут собирать единомышленников. На фестивале мы подготовим целую площадку, куда гости могут прийти, попробовать нашу продукцию, нашу гранолу, пастилу, фруктовые чипсы, угоститься чаем, поиграть в игры и также просто отдохнуть, потому что мы подготовим красивое оформление, где можно будет хорошо провести время. Изюминкой мероприятия станет электронная музыка с этническими элементами, которая набирает популярность в мировом масштабе. В Якутии такой жанр продвигает приглашенный диджей фестиваля Станислав Алексеев. По его словам, при прослушивании подобной музыки человек буквально телепортируется в другие миры и ощущает единение с природой и своими корнями. Последний июльский вечер в Якут съедутся любители электронной и этномузыки из разных районов республики, ну а также из других регионов страны. Те, кого объединяет не только любовь к искусству, но и стремление к осознанному восприятию мира. Александр Нестеров, Григорий Охлопков, Якутск. К этому часу это все новости. Оставайтесь на нашем канале.